Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на канал Магия Песка. С вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, за то, что вы со мной, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на любовь, и мы с вами посмотрим, у кого вспыхнет любовь к вам и кому у вас вспыхнет любовь. Будет ли это взаимно, либо это будут разные люди. Все сейчас узнаем. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Не загадывайте слишком короткий, не загадывайте слишком длинный. Где-то вот месяц-полтора, по-моему, идеальный вариант. Ну, конечно, решать вам, и вы, мои хорошие, загадывайте. Так и спросите, кто влюбится в меня и в кого влюблюсь я. Пусть песочек нам все откроет, все покажет, все расскажет. Я обращаюсь к высшим силам, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Все высшие силы вводят моими руками, кроме того, что сейчас скрыто, это очень важно узнать. Прям не терпится начать с вас, мои хорошие девочки, женщины, кто зашел. Смотрите, я вижу, что у вас в сегодняшнем дне есть чувство к какому-то конкретному человеку. Но с этим человеком что-то вот нету у вас точек соприкосновения. То ли не рядом он, то ли живете вы в разных домах, то ли вроде как и что-то наклевывается, а потом раз и разошлись, как море корабли. Здесь скорее наоборот показано, что вы кому-то потеряете интерес. Вот просто потеряете, скажете, не мое, да, не мой ты мужчина, вообще, да, не по судьбе. Вот идет как прозрение у вас, как глаза на кого-то откроются. Поймите, что да, но нет, да. Хотелось бы да, но скорее всего нет. Это не разочарование, это как констатация факта, да. Не получается, да. Вот, не так уж сильно нравится, и что-то прям присмотрелась, не мой кандидат. Это неплохо, наоборот, девочки. Смотрите, я вижу, что на кого-то глаза открываются, и вы спокойно начинаете относиться к этому человеку. Буквально пройдет там пару периодов времени, там, неделя, 2 недели, и у вас новый интерес появляется. Но интерес прям взаимно идет. Смотрите, видите вот эту картиночку? Вот. 2 человека, они целуются. Вот, прям прилипли друг к другу губами. И здесь, смотрите, мужчина прям к вам подошел, на вашу, на правую сторону вышел. Мало того, еще так четко показали, что вы, значит, стоите на возвышении, а он чуть пониже. И прям даже, смотрите, как спину перед вами прогнул, да, чтобы вас целовать. Как будто бы он вот прям все делает для того, чтобы вам понравиться, для того, чтобы вы к нему присмотрели, чтобы приняли, чтобы не отказались от него. Очень, кстати, будет галантный, очень нежный и прям обходительный мужчина. Вот такой вам понравится. И эта симпатия, она очень взаимная. Кстати, девочки, у кого-то прямо из вас отыграется, что это, как говорится, первый встречный. Вы меня извините, не у всех так отыграется, не у всех, но у кого-то прям точно отыграется. Пойдете куда-нибудь там с подружками, там, в ресторан, либо в бар, либо на какую-нибудь там вечеринку. И понравится вам мужчина, и вы посмотрите таким взглядом шальной императрицы, и он такой, опа, и к вам, и к вам. И смотрите, прям так у вас все сложится, тьфу-тьфу-тьфу. Прям как голубочки вот с этим человеком. Дай Боже, главное, чтобы вам вот прям по душе, по сердцу, и чтобы не обижал, да? Чтобы все у вас хорошо сложилось. Вот вижу у вас романтику, вижу у вас страсть. Дальше не вижу, да? Дальше не вижу. Просто срок, да? Я ограничена сроком. Может быть, там завтра, послезавтра, да, посмотрим на продолжение. Будет ли продолжение и вообще что будет. Хотя, в принципе, почему нет? Давайте посмотрим на оракуле. Что это я тут на завтра переношу? Зачем, если у меня есть оракул?
Ну вот она, видите, идеальная картиночка. Прям целуетесь. Мужчина мне очень нравится, девочки. Очень. Очень-очень нравится. Такая карта пошла. Такая карта пошла. Слушайте, вот понравился, да? Он, по-моему, женатый будет. Или вы замужняя. Интересно, девки пляшут. А ну-ка еще раз. Кто-то из вас явно не свободен. Либо вы, либо он. Не, ну кто-то не свободен 100%. И это прям помеха на то, чтобы вы любовь с ним, значит, крутили. Знаете, это вам как такой опыт в жизни, да, легких отношений, которые, ну вот вы ничего от них не ждете. Вы просто хотите развлекаться, вы просто хотите любви и нежности. Вы ее получаете, страсти вы будете получать с ним. Страсти. Либо вы такая скажете: симпатичная мордашка, да, и фигура ничего. Почему нет? Почему нет? Если вы, например, дама свободная. Ну нет. Это как, знаете, разовый момент, разовая встреча. Может быть, она и не разовая будет, да, но вот как-то быстро начнется и быстро все закончится. Вам от этих отношений сплошной плюс и позитив. Во-первых, вы прокачаете в них свою женственность, свое женское начало. И зарядитесь какой-то невероятной энергетикой. Энергетикой, которая поможет вам идти дальше по жизни. Смотрите, в загаданный вами срок вы разочаруетесь в одном мужчине, от него отвернетесь, закрутите какой-то безумный роман с другим мужчиной. Да, он для вас идет скорее как таблеточка от тоски, от скуки. Либо такой мощная зарядка, да, на будущие победы. Поднять самооценку, прокачать женственность, поверить в себя, просто развлечься, да, отвлечься и развлечься. Ну вот да, так иногда бывает. Да, так иногда бывает. Смотрите, переключиться, перезагрузиться, отрастить крылья в конце концов, девчонки, и дальше полететь. Знаете, вот что еще вижу? Я вижу, что вы растете, причем растете над собой. Может быть, если бы это случилось с вами там несколько лет назад, вы бы сказали: не-не-не, я женщина приличная, какие мужики, да вы что, никогда, с первым встречным поперечным, никогда. А тут, видите, вы как сами себя исцеляете от тоски, от хандры, от каких-то ненужных дурных мыслей. Ну вот какой-то скоротечный роман. У кого-то прям постель будет с этим человеком, а кто-то просто вот поцелуями, да, поцелуями отделается. Но это все идет вам во благо и на пользу. Вы, женщина, крепкий орешек. Вы не влюбляетесь вот прям с первого взгляда, в первого встречного. Вы себя очень жестко контролируете насчет этого. За вас я прям совсем спокойна. Вот. Единственное, что у вас как блок стоит на женственности, на женской силе, на сексуальности. Вы меня простите, но я скажу это слово. Хоть мне и нелегко, да, но я его скажу. Вот. А тут вы, смотрите, раскрепощаетесь. Не могу сказать, что вы прям во все тяжкие. Нет, вы просто выдыхаете, вот все ненужное, избавляйтесь от всего ненужного, переключайтесь, перезагружайтесь и, как говорится, к новым победам, к настоящей любви. Так, ну с вами все замечательно, слава богу. Девчонки, все нормально, не пугайтесь, никто вас не осудит, никто вас пальцем тыкать не будет, наоборот, ваши подружки за вас порадуют. Глаз загорится, да, вы и на работе будете вперед, да, и с песней, и по жизни вам полегче станет, и по здоровью у вас тоже какой-то вот прям недуг сойдет. Вот. Кстати, это полезно, да. Интимная близость иногда бывает очень полезная, лучше, чем любая таблетка. Вот у вас так оно и отыграется. Вот. За вас я спокойна, у вас все хорошо, я вижу, что у вас там и дороги расчистились, и какая-то хорошая весть вас ждет. И хвалить там вас будут. Да вообще жизнь вот прям тут налаживается. Так, что касается того, кто влюбится в вас. Ну, тут вы как хотите, но тройку показывают. Тройку. Возможно, это ваш какой-то знакомый. Человек, с кем вы вместе общаетесь в одной компании. Работаете, по соседству живете.
Может быть, даже в какой-то связи находитесь. Связи, да, в связке, может быть, даже находитесь. То есть человека вы этого 100% знаете, а он, соответственно, знает вас. Вы, кстати, этому человеку уже давно нравитесь. Давно вот прям к вам присматривается, и каждый раз, вот как первый раз, да, каждый раз в восхищении, каждый раз глаз на вас горит, и каждый раз вот какие-то такие чувства в нем начинают бурлить. Может быть, это человек, знаете, как одиночка, да, одинокий волк, такой, ну, типа стопроцентный бобыль, да, который не хочет там ни жениться, ничего. Может быть, человек пережил тяжелый развод, и вот прям отбило у него всякое желание с женщинами иметь дело. Может быть, человек, кстати, и глубоко женатый. То есть, знаете, вот та стадия брака, когда люди превращаются в хороших друзей. У них там уже все в интимной жизни давно погасло, умерло, отползло, да, но при этом они друг друга ценят, уважают, и прям родные люди становятся. И так может быть. Вот смотрите, вижу, что он прям осознает, прям прочувствует и осознает, что он в вас влюбился. Даже не влюбился, полюбил. Вот, полюбил. Конечно, тут дилемма. Я вижу филина, то есть человек в открытую не подойдет и в открытую, к сожалению, не скажет, что вот я тебя полюбил, и вот тебе, пожалуйста, делай, что хочешь теперь с этим, да, либо будь моей, раз я тебя полюбил. Он так не сделает. По филину будет скрывать свои чувства, но отношение этого человека к вам в корне поменяется. Вы все разные. Вот говорю, как вижу. У одних отыграется, что этот человек просто будет, ну не знаю, сквозь землю проваливаться, когда вы где-нибудь там на горизонте показываетесь, но не сможет рядом с вами просто рядом стоять и молчать о своей любви, о своих чувствах. Поэтому будет избегать. А у других отыграется наоборот. Человек начнет превращаться в вашу тень. То есть он будет следовать хвостиком за вами, будет вам в чем-то помогать, везде на подхвате, да, такое вот прям подспорье обеспечит. И тут он, куда ни глянь, везде он. И везде он вам улыбается, и везде он вам там помогает, что-то для вас делает, с кем-то договаривается, кого-то от вас отгоняет. И вы будете думать, блин, а что случилось? Да, почему он так себя ведет? Почему он превратился в мою тень? Он просто вот не отстает от меня. Вот куда я, туда и он. Он ничего не говорит, он просто глупо улыбается вам. Еще он, кстати, заботу может проявлять, какую-то гиперопеку, да, там тебе холодно, накинь одежду, там ты не кушала, на тебе там бутерброд покушай, либо там пирожок тебе купил, да, и вы такая будете думать, блин, а что с ним происходит, а что такое, вроде не больная, вроде у меня все нормально, да, почему он так опекается, знаете, даже такие мысли у вас начнутся, подозрения, сомнения, а это все любовь, девочки, все любовь. Смотрите, в загаданный срок он-то точно влюбится, полюбит, но о чувствах своих не скажет. Либо он будет прятаться от вас, но при этом прям влюбленными глазами вас поедать, либо он, наоборот, превратится в вашу тень. Так и так отыграется. Да, ну такая интересная у нас сегодня отсыпочка. Интересная. А давайте посмотрим сразу, что это у него за любовь, надолго ли. Какие перспективы этой любви. Но этого мужчину вы 100% знаете. Вот общаетесь с ним, видитесь, знаете. Причем, кстати, знаете давно. Это не новый, не свежий. Это бывалый в вашей жизни мужчина. Так, ну что ж, что за любовь такая? Что за любовь такая, господи? Ну, прям сразу семью показал. Ну, надо... Ой, еще и собачка. Ну, как я сказала, девочки, как я и сказала. Но у него тут серьезные на вас, девочки, взгляды будут. Смотрите, семья, верный как собака. Хорошо, а чего ждать от этой любви? Да, господи, судьба, ну надо же. Ой. Ну, на звезды, да, на звезды надо понять, что... Господи. Слушайте, как он намучается с вами. Смотрите, сказала про муки, и сразу вышла нам помимо туч еще и гора. Боже. Слушайте, он так намучается с вами. Такая любовь для него, это такая прям, знаете, во-первых, судьбоносная, во-вторых, настоящая, в-третьих, тяжело реализуемая. Ну, это ж надо вас еще уговорить, да, на эту любовь. Не, ну прям, о боже.
Да что ж такое? Знаете, что мне кажется? Он долго будет от вас скрывать эту свою любовь. Очень долго. Пока вы сами его так не возьмете за грудки и не скажете, что любишь. Он скажет, да. Люблю, люблю, не могу. О, что такое? Ну, девочки, вы как хотите, но мужик будет страдать. Даже если вы того не хотите, не желаете, все равно этот мужик, который полюбит, влюбится, он будет страдать из-за вас. Ой, моя ж ты зайчка. Ну, бывает, бывает. Ну, что поделаешь. Значит, ему это по судьбе пережить. По судьбе. Так, девочки, у вас очень крутой сакральный знак здесь вышел. Это вам послание на будущее. Знаете, оно гласит такую истину. Тебе судьбой прописано быть счастливой, быть любимой и любящей. Это прописано тебе судьбой. Любовь взаимная, настоящая, счастливая точно в твоей жизни будет. Но всему свое время. Здесь время не указано. Здесь нет какой-то, не знаю, пропорции, либо какого-то видоизмерения, чтобы я вам сказала, там, через месяц, через два, через, может, год, 2 года. Нет такого. Вам просто показано, что вот судьбой положено, прописано, предначертано любить и быть любимой. И любовь именно счастливую иметь. Счастливую. Не болезненную, не горькую, не с сопротивлением, борьбой, а именно счастливую, такую теплую и нежную. Да, вот смотрите, бывает шторм, а бывает вот такая прям идеальная гладь. Вот ваша-то именно гладь, да, идеальная гладь. Это ваша. Кстати, надо будет сделать просто на любовь. Да? Когда будет любовь, такую отсыпочку надо будет вам сделать. Это точно будет. А одна, девочки, вы по-любому не останетесь. Ну вот на роду написано. Вот что написано на роду, да, то и топором не вырубить. Поэтому вы не переживайте. Живите, развлекайтесь, прокачивайте свою женственность, да, свою сексуальную чакру. Обязательно прокачайте. Это все вам еще пригодится. Так, ну и особо там не впечатляйтесь, да, кто там меня любит, из-за меня мучается, либо кто там меня желает. Это все не важно. Вы очень интересная женщина, просто невероятная. Вас любили и желали, любят и желают, и будут любить и желать. И сколько бы вам лет не было, эту аксиому ничего не поменяет. Да, ее нельзя изменить. Вот как-то так. Живите теперь с этим пониманием. Мои хорошие, не заморачивайтесь особо. Не заморачивайтесь. То, что сейчас в жизни пустовато, ну, это временное обстоятельство. Как говорится, любовь в паспорт не посмотрит. И придет, когда ее не ждешь. Вот у вас, скорее всего, так и отыграется. Вот. Живите и наслаждайтесь. Всего вам самого наилучшего, мои хорошие. За себя думайте. Позвольте себе немножечко побыть такой сексопилочкой, да, зажигалочкой. Вам это просто необходимо. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.